На базе Интинского филиала общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, как сохранить здоровье в пожилом возрасте, рассказали медики. Заведующий поликлиникой номер 1 Светлана Воликова и участковый врач-терапевт Елена Есипенко. Мы сегодня осветим две темы, которые считаем наиболее такие важные, для пожилых людей. Это проблема падений и переломов и проблема когнитивных нарушений, то есть развития деменции. Потому что на самом деле, конечно, проблем-то много возникает у пожилых людей, но пока мы решили, что такие две значимые проблемы поднимем, просто чтобы осветить вопросы, может быть, не все достаточно хорошо знают, как этого избежать, как себя вести, как организовать свой быт, свою жизнь, чтобы не было проблем, в частности, с падениями и с нарушениями. То есть профилактика. Да. Существует ли универсальный рецепт счастливого долголетия? Есть много способов и рекомендаций, соблюдать которые под силу каждому. Они помогают сохранять силы, здоровье и вести активный образ жизни как можно дольше. Мы все знаем, что с возрастом происходят изменения в организме, которые не предотвратить, но мы можем предупредить быстрое прогрессирование этих заболеваний и изменений. И хочется сказать, что в первую очередь двигательная активность помогает сохранить и умственные способности, отодвинуть начало когнитивных расстройств. И я, как врач, гериатр, призываю вас быть более активными в физическом плане, потому что в нашем городе есть все условия для физического спорта и культуры. Организуются массовые мероприятия по бегу, лыжные соревнования. Массовость очень важна для общение с людьми, общение со своим окружением, узнавать больше в мире спорта. Я знаю, что у нас даже инвалиды, общество инвалидов ездят на Санавож, выезжают, собирают грибы, общаются, общение у костра, поход за грибами, за ягодами. Это тоже для пожилого человека большой позитивный эффект оказывается. Медики убеждают, что чем выше когнитивная активность человека, то есть чем больше он учится, читает, решает интеллектуальные задачи, общается с друзьями и родными, не замыкаясь в одиночестве, тем выше вероятность того, что в преклонном возрасте ему удастся сохранить ясность мышления, а значит и самостоятельность. Еще одной большой проблемой людей старшего возраста является падение и травмы, происходящие вследствие их. Справочная информация, что каждый третий пожилой человек падает, по крайней мере, один раз в год. Существенная часть падений, она уже приводит в таком возрасте к переломам, после которых многие становятся инвалидами или остаются на постельном режиме. И часто люди получают травмы дома даже, в своей квартире. И можно предотвратить эти падения, занимаясь физической активностью, чтобы укреплять костно-мышечную систему, и создав дома такую безопасную среду. То есть тоже мы все это поговорим, что надо сделать, что если вы живете в одной квартире с пожилым человеком, что нужно сделать, чтобы предотвратить эти падения дома. Значит, самые распространенные причины падений – это опасные места в доме, понижение устойчивости к равновесию. Часто, у пожилых кружится голова, они где-то могут упасть. Снижение силы мышечной, и мышечной массы, непроизвольная потеря веса, бывает, что они худеют, и снижение зрения и слуха, то есть уже не так хорошо ориентируются в пространстве. Факторы риска падения, связанные с окружающей средой, это узкие ступеньки, скользкий пол, отсутствие поручней, недостаточное освещение в квартире, особенности планировки здания, выбоины на тротуаре и прочее. Социально-экономические факторы риска падений – одинокое проживание, недостаточный объем социальной поддержки, ограниченная доступность средств адаптации пожилого человека к окружающей среде.
В жилых комнатах нужно, чтобы правильно расположены были вещи, чтобы они не мешали, так сказать, не препятствовали на пути куда-то следования, например, на кухню, в туалет. То есть лишние вещи лучше убрать, всякие провода, чтобы не валялись там, телефоны, кабели там от компьютеров, там, телевизоров. Они тоже должны быть убраны. Телефон в доме должен быть в доступном месте, да, чтобы человек мог в случае необходимости быстро до него добраться. Или лучше, конечно, у всех, чтобы где-то мобильный телефон лежал. На кухне должны быть тоже все вещи расположены желательно так, чтобы их было легко достать, чтобы не нужно было там куда-то лезть, вставать на какие-то стремянки там, да, и доставать. Это очень опасно. Да, вот особенно еще часто у нас тоже пожилые люди вот любят там окна мыть, шторы вешать, и вот эти вот запрокидывания головы, подъемы, они тоже ведут к падениям, поэтому желательно, конечно, такую работу уже переложить на более молодых, да, либо там родственники, там знакомые, либо соцработники, чтобы в этом плане, конечно, помогали с окнами, то есть самим уже не нужно туда забираться. В пожилом возрасте все процессы, происходящие в организме, замедляются. Это относится и к пищеварению. Поэтому так важно правильно питаться. Первое, это должно быть достаточное количество жидкости, потому что это тоже важно, да, там питание, но еще нужно употреблять достаточно жидкости, чтобы нормально работали органы наши, да, почки, печень, головной мозг, да, который тоже нуждается в жидкости. Какое количество? Например, ну, обычно, конечно, рекомендуют где-то литра 2 в день выпивать, но если даже это 1,5 будет, да, там и вы не хотите, да, можно себя сильно не насиловать, но чтобы 1,5 литра-то точно надо выпивать, да, и некоторые почему-то вот, любят ограничивать себя в жидкости, потому что считают, что у них отеки появляются. Отеки это уже они как бы, опять же, как сказать, порочный круг. Меньше жидкости, организм ее пытается задержать, и они появляются. То есть пить-то надо достаточно, чтобы вот происходил нормальный обмен веществ. Потом, конечно же, надо разнообразие, да, то есть разнообразные продукты, то есть и должны быть и белковые, это зерновые, бобовые, птица, рыба, мясо как бы красное не совсем обязательно, но вот птица, индейка, там, курица, пожалуйста, яйца, молоко, ну и овощи, фрукты и вот продукты, богатые клетчаткой. Но это тоже, если, конечно, вы не переносите, например, в сыром виде что-то, уже часто такое бывает в пожилом возрасте, делать все тушеное, да, там тушеные овощи, там тыкву, кабачки, там баклажаны. Все, что переносите, да, все это можно подобрать именно то, что организм переносит. За время проведения прямой линии в общественную приемную поступило несколько звонков от горожан. По всем случаям медиками даны индивидуальные разъяснения.